Так, ассаламу алейкум, друзья, витаю вас. Так, стрим начался у нас в YouTube? Начался, отлично. А что я так смотрю? Интересно, да. Друзья, витаю вас. Сегодня 6 сентября 2023 года. 19 часов 5 минут по Берлину и 20 часов 5 минут по городу Джохару, бывшему городу Грозному. Я вас всех сердечно приветствую. Поздравляю всех чеченцев с Днем Независимости 6 сентября 2023 года. Уже 32 года со дня объявления нашей независимости. В 1991 году она была объявлена 6 сентября. И я вас всех, сограждане и все мои друзья, подписчики и сторонники, единомышленники, вас всех поздравляю. Так, Мовидин Довеле Самур. Ва алейкум ассалам. Сердечно вас благодарю. Приветствую вас, друзья. Сегодня стрим пораньше, поэтому и на русском языке, кстати говоря, я планировал на чеченском, но сегодня будет конференция, онлайн-конференция, к которой мы чуть попозже подключимся, как только я получу извещение. До тех пор я буду с вами в единственном числе общаться. Как-то так, Дион. Давайте, я сперва хотел кое-что прочитать. Давайте поздравления, все такое, как и положено. Я зачитаю текст, написанный Аядом Идиговым. Друзья, смотрите. Украинцы, меня очень много смотрят украинцы, вы тоже должны это знать. И об этом, в принципе, я уже много говорю, ну и буду говорить дальше. К большому сожалению, за годы войны против нашей страны, фашистской России, только малая часть украинцев поддерживала нас. Только малая часть. К большому сожалению. Сейчас же на территории Украины собрались силы, которые не являются представителями чеченского народа и государства. Я имею в виду о самозванцах в лице Ахмеда Закаева. Там есть наши бойцы, которые искренне борются, теряют бойцов, отдают жизни, здоровье, но это к ним не относится. И у нас есть единственный легитимный орган власти, который возглавляет, они меняются время от времени. На данный момент, по-моему, это является Аяд Идигов. Туда входит 15 человек. Одна из них Алла Дудаева, вдова нашего президента, бывшего президента Джохара Дудаева. И вот несмотря на все это, какие-то силы непонятные, какие-то силы абсолютно беспардонно, нагло пытаются нам навязать вот этих имитаторов политической деятельности. Людей, которые запятнали себя в страшных преступлениях против чеченского народа. Это начиная, самое малое, это в особо крупных размерах, в массовых, поголовных просто размерах коррупции, которая разграблялось наше сопротивление, те деньги, которые полагались нашему сопротивлению, уходили туда, куда в карманы Ахмеда Закаева уходили, других людей. Об этом нам говорил Муса Таипов у меня на канале. Ну и много этому есть подтверждение. Ну и есть более тягчайшие преступления. И несмотря на это, украинская сторона продолжает церемониться, ведет какие-то игры, какие-то там трюки выкидывает. Это при всем при том, что мы, чеченцы, абсолютно не приемлем фигуру
Ахмеда Закаева. Я долгое время поддерживал этого человека. Недолгое время, где-то год, может полтора, я был его сторонником, так как я также был обманут пропагандой. Пока мне не предложили работать на российскую разведку люди из окружения Ахмеда Закаева. И мне предлагали шпионить против Украины. Друзья, вы понимаете, что происходит? Люди, которые предлагали мне шпионить против Украины, сейчас находятся в Украине, и у них там с ними общаются. Там, конечно, не так, как они хотели бы, конечно, но есть силы в Украине. Это тоже радует, которые понимают все. Но несмотря на это, эти люди находятся там. Я клятвенно клянусь вам, человек из... Я писал об этом заявление здесь, в Германии, в прокуратуру. Я об этом говорил, писал. Я призывал их прийти со мной на детектор лжи. Ну все я делал. Они игнорируют полностью, потому что им нечего мне возразить. Нечего им мне сказать. Единственное, что они могут за спиной писать мне, что я там какой-то агент российских спецслужб. Ну тогда скажите, ответьте на мой вопрос. Давайте на детекторе лжи ответим. Ответьте просто на вопрос. Почему вы меня пытались вербовать и шпионить, заставить против Украины? Почему сейчас вы туда поехали и сейчас шпионите против Украины? Несмотря на это, Украина вот продолжает действовать в этом духе. Печально, неудивительно. Украина выдавала наших бойцов. Украина помогала России уничтожать чеченский народ. Так сказать, брать его под контроль. Этот, как они любят говорить, трудный народ. Помогала все это время. И поэтому сейчас на территории Украины идет война. Страшная война. Где гибнут десятки тысяч людей. Этого бы всего не было. Если бы нам сегодня, тогда хватило бы мудрости, как с Александру Музычко и его товарищам, которые и другим людям, которые не приехали, но поддерживали нас в Украине. У нас есть единственный легитимный орган власти. Этот легитимный орган власти является нашим президиумом. Туда ходит 15 человек, как я сказал. Люди не все афишируются, потому что людей на самом деле убивают. Убивают их родственников, убивают их семьи, унижают. Ну, все делают. Вот все, что в голове просто, в самом извращенном, воспаленном мозгу придет в голову, вот все это они делают над людьми. Но почему-то они не делают это со семьей Ахмеда Закаева. Его родственники, его братья, его племянники работают, живут спокойно в населенном пункте. Урус-Мартан, где они проживают. Я не за то, чтобы им что-то сделали. Я за то, что я констатирую просто. Мой, например, YouTube канал Reality, HRCI, Human Rights Center Ичкерия. Reality. Мой канал запрещен давным-давно на территории фашистской России. Хотя я не занимаю никакой государственной, политической, никакой пост я не занимаю. Я рядовой гражданин. Я вот сейчас стал немецким правозащитником и зарегистрировал свою правозащитную организацию. До этого, когда меня не запрещали, я рядовой гражданин. У меня нет никаких постов, никаких регалий, никаких должностей. Я самый простой чеченец. Я не радикал, я не исламист, я не призываю к терроризму, я не призываю к убийствам. И все равно мой канал был запрещен. Я никакой там руководитель Ичкерии там, или там религиозный фанатик там, и так далее. Нет, но мой канал запрещен. На меня выливаются тонны грязи, что я там работаю на ФСБ, что я там лжец, что я там кому-то гадости делаю. А это абсолютно не соответствует действительности. Вся моя вина в том, что я принципиально не иду на контакт с ФСБ и ГРУ, которые здесь в Европе активно просто хозяйничает, можно сказать. Ну, до какого-то времени хозяйничали. Сейчас потихонечку заползают под корягу.
Поэтому это очень печально, что такие вещи происходят. Украинцам нужно реагировать. Я понимаю, у украинцев много бед, много проблем своих, там и коррупция, и не кроме врага, я имею в виду. Враг-то он на самом деле понятен, враг-то он легок. Да, он есть враг, есть ты. Все, побеждает воля, дух, сила. Когда ты не знаешь, где враг, кто брат, а кто друг, а кто вдруг, кто брат, а кто так. Вот это очень сложно. Очень сложно. И мне пришлось окунуться в этот чеченский политикум в Европе, перелопатить огромный объем информации, познакомиться с людьми, довериться людям, быть обманутым этими людьми, подло, мелочно. Но вот все это пришлось увидеть, пережить. Но в конце концов я сделал для себя вывод и выбор, что человек, люди, которые стоят, а я не претендую ни на что, не собираюсь и никогда им не буду, ни на какую там должность, позицию в ичкерийском государстве, правительстве. Если мне разрешат заниматься моей адвокатской или правозащитной деятельностью, а мне запретить никто в Ичкерии этого не сможет, буду заниматься своей практикой. Так вот, если я вышел для того, чтобы говорить людям правду и доносить до людей эту правду, то у меня возникает вопрос такой. Стоит ли мне поддаваться, а соблазнов очень много, как предлагается. Я понимаю, что это все обман. Это как, знаете, есть такие мультики, ну или мультики, или сказки там какие-нибудь там, не помню сейчас, как они называются, когда такая прекрасная девушка перед вами, а потом проходит солнце, или наоборот солнце появляется, и вы видите какую-то старуху, там, страшную, там, такую-сякую. Что вот эти все соблазны и обман, это именно это и есть. Что ну, тебе предлагают, а я это уже взрослый человек, я это уже все видел, слышал, знаю. И мне нужны были люди, которые принципиально стоят на позиции. Если я вышел помогать чеченцам, постгеноцидные, нас никто не поймет. Украинцы, вы даже нас не поймете. Вы сейчас находитесь в стадии, когда мы были в 95-м году. Даже у вас получше ситуация, вам весь мир помогает. Нам тоже тогда информационно, так финансово немножко помогали. Это правда. Еще когда Джохар был живой, помогали. Потом, правда, и крен у нас был в сторону, ненужную сторону, скажем так. И помогать стали меньше после гибели Джохара Дудаева. И вот ситуация, когда вы стоите перед выбором, что вы должны что-то сделать и за кем-то идти. Потому что ну, это не ваша работа, это не ваша жизнь. Вы только пришли в эту жизнь. Ну, я имею в виду эту политику, чеченский вот этот политикум. Ну вот, к сожалению, Ахмед Закаев и все остальные, кого вы видите, уважаемые украинцы, я к вам на русском языке специально обращаюсь, и все, кого вы видите вот на этом чеченском информационном пространстве, я со всей ответственностью говорю, не все, конечно, а большая часть, кого вы видите, являются агентами или агентами влияния или агентами российских спецслужб. К большому сожалению это так. Турецкие здесь могут быть, английские здесь могут быть. Кто угодно может быть. Но точно они не чеченские. И те, кто стоят, кого я обнаружил, перелопатив огромный объем, массив информации, и открыто вам говорю, и знаю, чем мне это грозит. Сколько угроз поступают. И дальше будут поступать.
И все они заодно, и те, кто дома у нас в Чечении находится, и кто здесь и изображает из себя, кто там религиозных деятелей, кто изображает демократических ичкерийцев там, и так далее, и так далее. Они все заодно, в принципе. Единственная группа, которая идет четко, не предавая интересы чеченского народа, никак не коллаборационируя с оккупантом, это президиум правительства в лице Аяда Эдигова, Аллы Дудаевой. Это люди, которые очень мудрые, опытные. И я призываю вас поддержать в этот день, 6 сентября, День независимости Чеченской Республики Ичкерия, поддержать и разобраться, кто есть кто на самом деле. Ведь в какой-то степени, наверное, вы перед нами в долгу. Сейчас вам кажется, весь мир перед вами в долгу. Ну и вы перед нами тоже в какой-то степени в долгу. Мы 20 лет, несмотря на то, что мы не могли выиграть эту войну фашистской Русни, мы 20 лет держали оборону. За это время выросли такие личности, как Залужный, Зеленский, сотня, тысяча ваших командиров, офицеров, просто патриотов, которые не знали, что такое Советский Союз, не знали, что такое фашистская Россия. И сейчас они не видят и не знают другой страны. Дудаева спросили, мне очень запомнился этот момент, поэтому я часто это цитирую. Дудаева спросили, что вы скажете, может не стоит чеченцам сопротивляться, может вы им скажете прекратить сопротивление. Он сказал в одном из своих интервью, он сказал, я скажу драться до последнего, драться на смерть. В одном из своих других интервью он рассказывает о том, что после Чечни, в которой война началась на 50 лет, между прочим, он сказал, и она не закончилась. После Чечни будет Украина, будет Грузия, Украина, Крым и так далее, он все это перечисляет. Он знал, что после нас нападут на вас. Он об этом вам говорил прямо, как советский офицер, как очень образованный, очень проницательный, умнейший, мудрейший человек. Он это вам прямо предупреждал. Весь мир, как советский генерал, он фактически выдавал вам секреты Советского Союза, которого уже не существовало, и он имел право на это. Фактически, понимая, что мы не выстоим, он призывал нас бороться. Потому что империю можно победить только вместе. Вы не можете, украинцы, одни победить империю. Так же, как и мы не смогли, так как нас на самом деле оставили одних. И поэтому, если вы, украинцы, откажетесь от идеологической составляющей, от сути, соли, корня вашего сопротивления империи, который несет президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, в том числе, помимо вас, мы несем, а нашу идею несет вот эта группа лиц в лице президиума правительства. Вы проиграете, несмотря на любое оружие, несмотря ни на что. Без идеи победить нельзя. Просто побеждать ради того, чтобы перемолоть русских, хорошо, вы их перемолите. Они бичи, не умеющие воевать, со всей России собрали, всех бичей они, всех вокзалов, все в Москве, в России вообще вокзалы все пустые, нет бичей. Всех бомжей, вот это все быдло, вот это все собрали, отправили. Они утилизировали свою страну тем самым. Но пока они сражались с вами с оружием в руках, вот эти бичи, сзади, в тылу, они всегда так делают, они нам так сделали. И Ахмед Закаев это один из таких примеров. Когда ты сражаешься, и тебе не до того, что у тебя там в тылу как политика, в это время твои главные позиции занимает твой враг в твоем государстве. Или его люди, его агенты влияния, его агентура.
Поэтому есть над чем много, над чем есть задуматься нам всем, друзья. Нам много над чем есть задуматься. Я хотел бы вам прочитать обращение Аяда Эдигова, нашего президиума в этот день, который он в этот день, 6 сентября, поздравляет наш чеченский народ. Поздравление чеченского народа с праздником независимости. Дорогие братья и сестры, Президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия поздравляет всех граждан Чеченской Республики Ичкерия с государственным праздником Днем независимости чеченского народа 6 сентября 1991 года. Наш народ впервые в своей истории свободного волеизъявления в своем съезде, на своем съезде 25 ноября 1990 года, заметьте, Советский Союз еще существует, 90-й год, принял декларацию о государственном суверенитете Чечении и Нохчи-Чуэ. Это решение вынудило имперскую власть Чечении и саму империю СССР одобрить решение нашего народа в надежде на то, что в будущем они отменят это решение чеченского народа. Однако в условиях отсутствия свободы личности и гражданского общества, обнищание народов из СССР движимой силой для закономерного развала империи стали ее 35 республик, исключая из того числа власть РСФСР. Именно эта республика препятствовала развалу империи по принятым законам с учетом интересов всех республик и народов. Новый Кремль разваливал СССР в декабре 1991 года с учетом своих имперских интересов разойтись, чтобы затем сойтись. Однако развал СССР позволил всем его республикам, кроме 3 балтийских республик, признанных еще властью СССР независимыми государствами, в рамках международного права избрать свой путь развития. Чеченский народ этот путь определил еще будучи в составе бывшей Советской империи, а при ее развале в международном правовом поле один из первых принял свою конституцию суверенного и независимого демократического правового государства на основе декларации, принятой 25 ноября 1990 года. Еще будучи в составе империи, наш народ сумел взять 6 сентября 1991 года в свои руки власть на всей территории Чечении политическим, мирным способом, когда обанкротившаяся власть коммунистических функционеров вынуждена была сложить свои полномочия из-за открытого предательства интересов народа. Перейдя 19 августа 1991 года в Москве на сторону путчистов ГКЧП, которые выступили против преобразования системы власти в СССР. С тех пор 6 сентября – один из самых важных и любимых праздников чеченского народа. С тех пор прошло 32 года. Несмотря на тяжелые испытания, через которые мы прошли в 5 агрессиях нового Кремля против нашей республики и оккупации нашей страны, были и достойные времена, когда 4-жды российские войска были повержены и вынуждены убраться с нашей территории. Сегодня наши воины бьются на стороне Украины, истекающей кровью из-за очередной военной агрессии Кремля против этой страны и его народа. На фронтах Украины будут коваться и наша победа вместе с украинской. Нам всем чеченцам нужно поддерживать украинское сопротивление против Кремля и словом, и делом. И мы призываем наших соотечественников из Чечении делать все, чтобы отказаться от отправки на фронт в составе российского пушечного мяса против украинского народа. Мы все должны быть на стороне украинцев. Лозунг «Слава Украине! Героям слава!» должен быть у нас на устах, как «Свобода Ичкерии! Аллаху Акбар!». Дорогие соотечественники, братья и сестры, наша борьба с этим имперским злом Кремля не была напрасна. Народы, не имеющие своей государственности, исчезают и растворяются в других народах. Именно такую участь готовит имперская Россия и нашему древнему чеченскому народу. Только обладая собственной
государственностью. Мы имеем возможность для сохранения собственной истории, культуры, традиций и языка. С праздником вас, дорогие сограждане! Аят Эдигов, председатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. 6 сентября 2023 года. Вот такие вот, друзья, вещи. Это все у меня транслируется и в YouTube, и в TikTok. Все, кто хочет услышать или увидеть это обращение, вы сможете вновь зайти и посмотреть на YouTube канале Reality у меня на YouTube. Или же и в разделе сообщества прочитать сам текст, который написан от Президиума правительства Аядом Эдиговым. И тут уместно вспомнить цитату Уинстона Черчилля. Уинстон Черчилль сказал: народы, проигравшие битву, могут подняться снова, но те, кто сдались, исчезают. Так что, друзья, исчезнуть нам вообще никак нельзя, как вы сами понимаете. Так, давайте перейду к вашим комментариям, друзья. Пока мне, я так смотрю, не ответили. Сейчас мне должны были ответить, одну минутку. Моменто море. Так, мне уже пришел запрос, друзья. Я, наверное, сейчас вынужден буду уйти на конференцию. Но, конечно же, вы будете присутствовать. Альхамдулиллах. Извиняюсь. Файтер Израиль, отличная просто информация. Скажи мне, а VPN, Tor это и есть ведь VPN? Файтер, ответь мне вот на один вопрос. А то я в этом не очень как-то. Так, всех, друзья, я вас приветствую. Сейчас мы переключимся. WhatsApp даже написать. В эти вещи я не особо разбираюсь. Так, сейчас мы. Мы сейчас присоединимся к конференции Аяда Эдигова, Аллы Дудаевой, посвященной ко дню независимости Чеченской Республики Ичкерия. Сейчас у меня что-то тут инсталируется. Сейчас я пока отвечу на ваши вопросы. Ну, алейкум салам, все, друзья, вас я приветствую. Спасибо, Файтер. Всех, друзья, я вас смотрю, много сообщений. Всех благодарю. Спасибо за поздравления. Ну, сейчас тогда я пока не переключился. Так, или я уже... Так, что-то происходит. Войти. Сейчас, одну минутку, друзья. Все будет.
Так, сейчас попробуем что-нибудь сделать. Сейчас я что-то не понял, что тут происходит. Окей. Так, друзья, пока конференция, видимо, или не началась, или меня еще пока не подключили, в любом случае. Давайте пообщаемся. Пошли? Ну, давайте ваши комментарии. Поэтому вместе с Tor надо запускать VPN. Ну, а какая мне разница, Fighter? Пускай видят, что я пользуюсь Тором, и что? Главное, что они не увидят, что там я делаю, правильно? Det is what Adam مشغول. Так, друзья, сейчас если не получается, закинешь в YouTube, хочу послушать, говорят наши легенды, не хочу пропустить. Да, конечно, закину, обязательно. Ассаламу алейкум, Аса, как с тобой связаться? Артур, ва алейкум ассалам. Со мной можно связаться по телефону, по WhatsApp, который есть в YouTube у меня, под каждым видео. Номер плюс 49, это немецкий код, 174 152 38 84. Под каждым видео есть WhatsApp. В рабочие дни, в рабочее время, до 18 часов. Пишите, звоните и так далее. Буря получается у нас, просто немножко подождем. Они там, видимо, собираются, там включают и что-то еще там посмотрим. Сейчас. Сейчас, подождите, напишу.
Баркал, Артур, Баркал. Ну да ладно, включится, так включимся. Подождем сейчас, я написал уже. Будем ожидать. Ага. Ну да ладненько, ребят. Использование Tor в некоторых странах является уголовным преступлением. Ну, в Германии это не является, я думаю. По поводу Tor браузера, провайдер не увидит, что вы делаете в Tor, но увидите сам факт того, что вы пользуетесь Tor. Поэтому вместе с Tor надо запускать VPN. Ясно. Использование Tor не так. Это было. А если не получится, закинешь видео. Хочу послушать. Да, хорошо. Ждем начинать. Так, друзья, давайте я вам тогда расскажу о ситуации на фронтах. Русские потихоньку начали признавать, что все-таки Работина они теряют. Работина уже не в рабочем положении. Да. Так, за прошедшие сутки уничтожено 610 оккупантов. Итого их цифра достигла приблизительно 266 290 единиц. 8 танков, 12 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 антиаэркрафт, 7 БПЛА, 15 автомобильной техники и цистерн и 1 спецтехника. Вот с чем я вас всех поздравляю. Слава Украине, друзья. Так что так, ну ладно. Перейдем к вашим комментариям. Друзья, прошу распространить. Окей, Файтер. Прошу распространить ссылку, друзья, на наш стрим. Раскидайте, расшарьте. Сейчас мы подключимся к стриму президиума правительства, где сегодня как раз идет. Сейчас посмотрим. Если там у них прямой эфир, может они уже в эфире, а меня еще просто не видят. Что-то я не вижу.
Нет, пока они тоже не в эфире. Потому что должна была быть прямая трансляция. Президент Джахар. Нет, да. Такс. Ну давайте, друзья, буду отвечать на ваш вопрос. Пока они не в эфире, я не знаю. Ссылка мне пришла, а почему-то не отвечает Аят. Видимо, они заняты. Готовятся настраивать технику, как обычно. Так, Асан, лучше поинтересуйся законом по Тор Германии, чтобы точно знать. Да-да, я точно знаю, Файтер, это не проблема. Я полагаю. У нас тут демократия, ничего себе, что это значит? Кто нам может запретить? Кто нам может запретить? Это просто невозможно. Еще никто не родился в Германии и запрещает пользоваться Тором. Да. Так. Там весь криминал собран, то. Это невозможно, да. Как там может быть весь криминал? Это выход в Darknet. Слушай, а ты вот заходишь в Tor Fighter, и после этого ты можешь зайти в этот Darknet, да? Я правильно понимаю? И все, и ты в безопасности. Ты можешь гарантировать, что вот тебя никто не видит. Это 100%. Вот ты через Tor зашел в этот Darknet, и вообще как в этот... Заходишь в Tor, и потом пишешь Darknet, или что это такое Darknet? Это отдельный какой-то интернет, или что это такое? Можешь объяснить мне? Демократия это хорошо, иначе какой-то диктатор придет к власти и скажет народу, я буду вас ущемлять, а вы в ответ ничего не говорите и не делаете. Да, совершенно верно, само. Мои самые искренние поздравления. Ичкерия обязательно будет свободной. Все ее враги и всякие прогнувшиеся шакалы сгинут. Амин. Спасибо, Дометиев. Слава Украине, все будет Ичкерия, свобода Кавказа. Амин. Что-то основное все больше и больше похоже на... Чем ты имеешь, ну точно не внешне, правильно я на Путина похож становлюсь? Точно не внешне. Так, Адам, ты давай не блокируй дикую, сейчас подожди, давай мы не будем сейчас. Адам. Asa xiga storas al Adam. Xoq uçua emotsiyash gayti tam stagui wati ba uyul шват. Яса ят, я хаят. Адам, или ты себя держи в руках, или мы с тобой просто
Зарплата с полный нахед, но селан ах находишь, да, ну полный находишь, но. Шуя без обид только Адам. И что меня здесь сорвало комментарий, а ударить он стагует себе, что уж не стать. А модератор понимаешь, правозащитники модератор Или же откажись от своей деятельности. Мне ты нужен, но я справлюсь с ним. Салам алейкум, алейкум ассалам. Нет, ты больше похож на Николаса Кейджа. Ну, по крайней мере, раньше был очень похож, где-то 3-4 года назад, да? Какое ваше мнение, как Заки говорит, так везде влез? Какое ваше мнение, как Заки в Литве так везде влез? Дариус. Влез, да, в Литве. Я просто не знаю, что там, какая-то деятельность ведется. Там, знаете, я наблюдаю вот процессы, которые наблюдаю там. Много очень беглых КГБшников, ФСБшников. В очереди выстраиваются, бегут КГБшники. Но разбираться полностью в их трюках, там, в их чистоте или в их сортах у меня нет ни малейшего желания. Кто-то по-настоящему они. Ну как вообще КГБшник может по-настоящему измениться? Не может он измениться. Потому что в это КГБ его не взяли бы, если он был бы человеком. Понимаете? А если он там проработал 20 лет, стал полковником, генералом и так далее, то это уже, ну, там, все, клейма ставить негде. Они переходят только спасти свою шкуру. А с другой стороны, им тоже угроза. Вы же не слышали, чтобы КГБшников мочили здесь? Не слышали. Гудков он уже 2 года сидит и вещает. Фейкин вещает. Никто их не преследует, никто их не убивает. За это время уже там сколько людей они убили бы при желании. Да? И за эти годы, которые они здесь находятся и вещают, не за эти даже 1,5-2 года, уже несколько чеченцев здесь убили. 3-4 чеченцев уже убили. Хотя нас 100 раз меньше, чем русских. Ну, может, в Европе нас побольше, чем русских. В целом, я имею в виду. Так вот, их никто не мочит, у них все нормально. Их каналы на территории фашистской России не запрещаются. И у меня складывается странное ощущение, что это такое. И вот с этими людьми Ахмед Закаев коллаборационирует. Коллаборационирует с людьми, которые якобы оппоненты этому Путину и Кадырову. Руслан Кутаев, например, ну другие, третьи, огромное количество. И вот именно вот литовцы, латвийцы, эстонцы, это люди, которые ну, как бы советские были и понимали наш менталитет, и по-русски говорим. Ну, советский имеется в виду, не наш, а в целом наш советский, который мы его понимали, хоть мы никогда его не принимали. Точно так же и являюсь связующим звено с этим Западом. Потому что вы еще в советское время, как писал Аят Эдигов, только что я читал, были еще Советским Союзом признаны как государство. И здесь вас слышат, и нас вы понимаете. И вот мне хотелось бы, чтобы вы тоже услышали это, не только украинцы. Украинцы и ваты очень много. При всем уважении к Украине. Сейчас она очищается, формируется как нация. А если выстоит, то будет нация. А так очень много и ваты, и непонятных, и бразомбированных, и советских там всяких разных. Хотя, конечно, выстаивает, нация куется. Сейчас мы видим это все. И вот какие-то непонятные люди преследуют какие-то интересы. Я не знаю, каких служб, чего, какие-то игры, которые, ну, никак в расчет не берут интересы чеченского народа, желания чеченского народа. Если чеченский народ забит, понимаете, забит просто, он не может ничего сказать. Вот его родственника убьют дома, а Ахмеда Закаева ничего не происходит. Вот странно, да? Очень странно происходит. Его окружение, которое здесь, там, совет старейшины, морейшины, там разные третьи, они живут, их дети ездят домой, их жены ездят домой, родственники у них там общаются как-то, коммуницируют друг с другом. А у нас этой возможности нет. Ты не можешь позвонить никому, потому что уже никого не осталось. Все тебя боятся, все тебя ненавидят.
Потому что им ад устроили там, в Чечне, из этой жизни. Здесь из-за тебя говорят, вот ты вот сидел бы ты, не лез бы ты, ничего ты не добьешься. И я не знаю, к чему это все идет, к чему они собираются прийти. Но это хочется уже бить в набат, призывать и говорить, люди, это куда это годится, к чему мы идем. Не знаю. Даже такой мудрый человек, как Ландсбергер, общей конференции с Ахмедом, участие в передаче Курочкина, доложит это влияние главы чеченской общины в Литве или что-то другое, как думать? Да, я думаю, это Аминат Саиева влияет, которая пользуется большим авторитетом и уважением в Вильнюсе. И это влияет на это. И знаете, Ахмед Закаев не вел себя так откровенно. Он себя так откровенно, как сейчас начал уже вести, он не вел. Открытие и откровенно, по крайней мере, для широких масс. Многие, оказывается, уже давно подозревали там связи его с российскими спецслужбами, его непринципиальность, его акробатичность. Вот это все давно, оказывается, люди знали. Есть материалы, есть огромные накопленные. Почему молчат? Генеральная прокуратура молчит, другие люди молчат. Много чего есть. И вот такие люди, как я, которые абсолютно не искушены в политике, мы ничего не знаем, мы вот что видим, вот говорит нам чеченец, что вот он за права чеченцев, за независимость борется. Ну все, значит, борется. Но зачем ему говорить, если он не борется? Правильно? Вот так мы это воспринимаем. Тем более в Европе. Тебя здесь никто не убивает. Ну, по крайней мере, массово, как в Чечне это, или в России. И люди прибывают. А сейчас бы Аминат Саиеве пора понять, кто такой Ахмед Закаев. Она уже поняла, я думаю, кто такой Ахмед Закаев. Почему она молчит, тоже секрет. Она тоже человек, боится. На нее нападения были. Она сама об этом мне рассказывала. Дважды в Вильнюсе нападали на нее. Не знаю, я думаю, это принципиальная женщина. И вот таким вот образом, каким-то вот странными такими вот этими вещами, они, знаете, очень классно имитируют деятельность. Очень классно. Там создадут видимость, тут создадут видимость. Например, когда мне рассказывали про Аяда Идигова, они не говорили мне прямо, что Аяд Идигов такой или сякой. Мне преподносилось это частями, чтобы я сам доходил до этой мысли, что Аяд Идигов такой или сякой. И потому что, чтобы это было такое хорошо укрепленное мнение уже в моей голове, я стоял четко на этих позициях. И единственная их ошибка была, наверное, по-другому я бы им прощал все. Просто доверял бы, да, ну надо, раз надо. Там много раз было, знаете, и я про Витаута Ландсбергиса говорю, уважаемого, как он мог попасть в эти сети, если я чеченец, который знает вот эту кухню изнутри, попадался на нее, а человек, который живет, даже такой мудрый человек, который живет там в другом месте, и ему там Аминат Саиева говорит, да, это свои люди, то, ну, он верит, наверное, Аминат Саиевой. Вот разные вот бывают такие моменты, когда вас пытаются ввести в заблуждение. Когда первый раз я сюда приехал, заместитель Ахмеда Закаева, Алимпаш Салтыханов, как-то пригласили меня в Берлин на одно мероприятие. И после этого мероприятия, по-моему, тоже День независимости был, или август, это День Победы был, не помню сейчас, какой, по-моему, День независимости. Мы поехали в ресторан. И в ресторане там было мероприятие какое-то, свадьба что ли, или там какое-то мероприятие, и мы там, короче, собрались там, или просто это были какие-то наши танцы, там, тусовка. Я сейчас не помню все детали. Мы сфотографировались. Здесь, в Германии, мы все друг друга знаем, чеченцы. Ну, кто активный, все друг друга знают. А я новый здесь, я никого не знаю, только приехал. А моя семья здесь, мои родители здесь, с 2001 года. Мой брат здесь, все мои родственники, близкие мои родственники находятся здесь. И мы сфотографировались.
Я сфотографировался на фоне, ну там несколько нас, людей. И я отправил эту фотографию своему близкому человеку. Скинул. Он смотрит и мне говорит, а вот ты рядом стоишь с человеком с большой бородой. Этот человек мулла в такой-то мечети, который работает на Кадырова. У меня шок, у меня пот на лбу выступает. Как это так? Я сфотографировался рядом с кадыровским муллой, здесь в Германии. Ну как это так? Как это возможно? Да, здесь были представители там разные всякие, как говорилось. Но я-то не должен был рядом с ними оказаться. Я задаю вопрос, я говорю, мне только что вот сказали, что вот этот человек работает с Кадыровым. И такое путанное объяснение мне начинается. Ты понимаешь, это какая-то там это, нужно там что-то там это, где-то что-то. Я говорю, подождите, ребят, я не знаю всех ваших деталей, я вообще не политик. Я обычный солдат, я гражданин Чеченской Республики. Вот мое оружие, ручка, я солдат, я буду на этом поле сражаться до конца. Но я не понимаю, если вы хотите заигрывать с ФСБ или с ГРУ, то вы в итоге будете в проигрыше. И в этом я участвовать не буду. О, пожалуйста, не говори никому, там мы тут разберемся, мы там это, третье, десятое. Я промолчал. Потому что, ну так нужно, так, видимо, какие-то там секретные какие-то вещи. Потом еще один случай, похожий, аналогичный. Потом еще один случай, по мелочи. Ты задаешь вопрос, ты говоришь, а как это так? Говорит, мне там нужно было. А я этого не знал. Ахмед Закаев особенно любит так делать. Он вообще ничего не знает. Вообще, вот я сижу, они все смотрят мои эфиры, каждое мое слово штудируют, предъявляют мне обвинения, готовят на меня разные компроматы и там вот эти обвинения. Но ничего не слышат, они ничего не знают. Когда я об этом говорю. Отдельно видео я им записываю, ничего они не слышат. Такой демонстративный игнор, потому что сказать нечего. Сказать нечего, понимаете? Потому что если они что-то начнут говорить, дальше это будет раскручивать. А мне стесняться нечего, в отличие от них. Да и в принципе им тоже не стыдно. Особенно, да, это все же зависит от твоего восприятия обстановки. Потом, в конце концов, мне садится человек в машину, Сайтамин Ибрагимов, с которым я марш там целый месяц протопал, который я раскручивал этого Ахмеда Закаева. Я его поднял, и что его начали с ним считаться, там, многие чеченцы даже. И мне самый известный якобы правозащитник Сайтамин Ибрагимов мне говорит, привези человека 6 августа в Страсбург, к нему туда на какую-то там конференцию, он правозащитник, там мы организовываем какую-то конференцию. Это все была вербовка меня, попытка меня вербовки. Этот человек садится со мной в машину, он сутки полторы не ест, не спит. Мы в машине потихоньку спим, едем до Страсбурга и возвращаемся. За все время я не видел, чтобы что-то ел, чтобы он спал хоть одну секунду. Проводим, побыли на этой конференции, провели эту конференцию, едем обратно, и начинается разговор, что вот там нужно, деньги нужны, машины нужны, дома нужны, там нужно заниматься, там ты там парень такой смышленый, ты нам нужен, помоги, третье, десятое, и разговор втягивается. Я вначале думаю, шутка, ну шутит человек. Ну, потихоньку, а он еще там, ну много чего, я это все 100 раз рассказывал. Вот это все сеть одна, которая не гнушается ничем. А есть документы еще, не просто моя вербовка, это мой частный случай, о котором я вам публично заявляю. Не может представлять чеченский народ человек, который вербует патриота, который готов умереть за это дело, пришел к нему, когда все боятся об этом, свое имя сказать, показать свое лицо. Не может человек быть моим лидером, никогда не будет чеченским лидером. Англия этого хочет, Украина этого хочет, весь мир, если этого хочет, этого не будет. Понимаете? Убьют, нас убьют, как убивали, как скармливали этим русским людоедам нас. Будут дальше нас скармливать.
Но никогда, пока хоть один чеченец есть, который знает, что такое Россия, и это вот этот спрут, никогда мы не согласимся быть такими, как Ахмед Закаев и там другие, которые вокруг него ошиваются. Понимаете? То есть предателями. Есть такие чеченцы еще, которые не готовы согласиться, понимаете, на то, чтобы сдаться и сказать: да, хорошо, мы согласны. Вот какая вот ситуация разворачивается. Турция тут там замешана, Англия там замешана, вот в Англии же он сидит. Вот какого, спрашивается, почему же в конце концов не набраться Турции, Англии, Украине сил, духа и сказать: чеченцы, мы виноваты, мы не будем больше вас использовать как инструмент, мы не будем вас бросать в огонь снова. Мы сделали вам этого Кадырова, мы его принимали здесь в Европе, мы лечили этого Кадырова, его родственников, его спортсменов, его дочерей, которые здесь дома мод показывали, там еще что-то делали. В конце концов мы поняли, чеченцы, что да, вот Кадыров это зло, которое вам русские навязали. И мы будем теперь с вами по-нормальному, по-честному будем, как говорится. Но этого мы не видим до сих пор. Вот невероятно это. Просто невероятно. Не видят, они в упор не видят. Говорим, трубим, рассказываем. Они в упор не видят. В упор это не замечают. Так, я не понимаю, как это тогда? Как Украина, сражающаяся? Мы оставим Англию, которая у нее свои интересы. Оставим там Турцию, у которой свои интересы. Хотя они тоже должны быть, по крайней мере, чуть-чуть честными. Чуть-чуть хотя бы честными. Будьте англичане, турки, все остальные. Чуть-чуть справедливыми будьте. Ну сколько это может продолжаться? Сколько? Объясните мне. Ждете, пока все будут уничтожены, чтобы никто слова не говорил. Так не будет. Мы, чеченцы, всегда будем на стороне справедливости и правды. И никогда ничего нас не остановит. Ни смерть, ни уничтожение всего живого, ни страх. Нету у нас этого. Если есть идея справедливости. А мы слишком много заплатили. Благодаря преступному попустительству, преступному соучастию всего мира. Мы потеряли вот все, что потеряли. Понимаете? Геноцид чеченского народа совершили не только русские. Весь мир помогал совершать геноцид чеченского народа. Весь. До единого. Понимаете? Вот какая вот ситуация. Вот какие вот у нас дела. Да? Поэтому эти вещи, конечно же, никогда чеченский народ. Я могу отвечать за чеченский народ. Я не могу говорить за весь мир. Я знаю, у каждого есть свои национальные интересы, там, третье, десятое, взывать к совести там, и так далее. Это дело неблагодарное. Я могу сказать за чеченцев. Мы, чеченцы, никогда не согласимся на ложь и никогда не согласимся на подлость. И я живой пример. Я понимал, куда я влез. Я понимал, что я разоблачил большую сеть. И чем дальше она, тем больше разоблачалась. И я буду прямо рассказывать своему народу абсолютно всю правду, которую я накопал. В силу своего опыта, знаний, профессиональной своей деятельности, которую я могу четко написать, разобрать, раскопать и положить на бумагу. Я это буду делать, пока я смогу это делать, пока я живой. Я это буду делать. И никогда чеченский народ не согласится ни на каких Закаевых, ни за каких Макаевых, которые хотя бы словом или делом, не говоря уже делом, предадут идею независимости чеченского народа. Те миллионы жертв, которые за 400 лет мы понесли. Никогда чеченский, вот его я знаю, это чеченский народ.
Вот я за него могу поручиться. Да, не все меня услышат, да, делают специально, чтобы меня не услышали. Специально задвигают как можно дальше и так далее. Но я могу сказать, что если услышат, то никогда с этим не согласятся. И мы не согласимся. Поэтому оставьте вот эти спектакли свои. Все вот эти спектакли. Хватит заигрывать с КГБшниками. Хватит с этой, как говорит Сотник, заигрывать с этой субстанцией, которая потом холеру вам принесет. Уже принесла. Украина истекает кровью из-за этой холеры, с которой заигрывала и Украина в том числе. Будем разоблачать всех и вся, кто является противником чеченской независимости и свободы. Как-то так, друзья. Да, мула буря. Файтер, большому сожалению, это большая беда. И нам нужно объединяться. Файтер Израиль пишет: браво, Аслан, все то же самое с нами творят по сей день, как и с вами. Файтер, именно поэтому нам нужно объединяться. По-настоящему, по-честному объединяться. Без всяких вот этих, не хочу материться, вот этих выкрутасов некоторых людей. Некоторых стран и политиков. Надо объединяться. Лучших, надежных друзей-союзников ни вы, израильтяне, ни украинцы, ни американцы, ни кто-либо другой, мы можем гарантировать, не найдете. Как на бумаге будет написано, так и будем строить. До конца. Обещаем. Амин. Ва алейкум салам, шака. Шавига машо. Друзья, я чуть-чуть перемотаю ваш комментарий. Я только за объединением. Другого выбора у нас нет в этом. Если хотим выжить, сохраниться, нам нужно стать мудрыми и объединяться. Аслан, все захлебнулись в своей выгоде. Они, Аслан, рабы своих желаний. К сожалению, ни Англия, ни Турция нет никакого дела до чеченского народа. Остальные народы Кавказа нас как будто кинули в клетку со страшным зверем под названием Россия. Ну, Турции, я бы не сказал бы, Турции очень есть дело. И Англии есть очень дело. Очень есть дело. Очень. Так, людям нужен Христос и его новый завет Господа. Исполняя, люди изменятся и придет мир, говорит Екатерина. Да. Сегодня день незалежности Чеченской Республики Ичкерия. Да, Ичкерия навсегда, совершенно верно. Ты прав, Аслан, весь мир, наблюдая молча геноцид Чечерии. Да. Американский гражданство Юя. Унбара. Я Мюса. Унбара. Милтон Фридман, ты говоришь, я критикую ЗК. Я не критикую. Я прямо обвиняю в преступлениях, которые меня склоняли к сотрудничеству с оккупантом, с врагом. С фамилиями, с именами, с датами. Я не критикую. Критика это так. Лайтс версия. Критика вот то, что ты рассказываешь, уже деятели, которые там что-то делают. Я не критикую. Я высказываю просто прямые обвинения, которые у меня имеются. Салам всем свободным людям, салам, Асан. Салам, Эд, дорогой, витаю тебя. Салам алейкум, Асан. Ва алейкум ассалам, адыге, черкес. Hins темы акционы для обсуждения у нас из Америки, Аслан, как ты думаешь, сейчас Закай часто появляется на украинском ТВ? Почему ему журналисты не задают неудобные вопросы? Это как всегда.
Потому что заодно это. У меня другого объяснения этому нет. Потому что заодно. Вот никак я не могу объяснить это. Ну как, если сидит человек, вот я человек, да, вы знаете, да, у меня не миллион подписчиков, но 35 тысяч подписчиков. Это уже хоть я заметный человек. В Украине тоже я уже замечен давным-давно. В чеченском обществе все меня знают очень хорошо. Мою позицию знают. О чем я говорю, знают. Я украинцам это говорю. У меня украинцев, зрителей, большая часть. Даже больше, чем чеченцев. Наверное, не знаю. Или приблизительно одинаково может быть. Потому что из Украины очень много смотрят. Ну не может такого быть. Ну не бывает такого, что они не слышат, не знают, что я говорю. Открыто, публично, отдельным видео, в стримах, пишу, говорю. Ну не бывает такого. Значит, они с ним заодно. Значит, они с ним заодно. Асан, тебе и твоим единомышленникам пора уходить на израильскую медиаплощадку. Надо думать, каким путем этого добиться. Файтер, я могу предоставить тебе, знаешь, как у нас говорят, инициатива наказуема. Предлагаешь, действуй. Я могу предоставить тебе такую возможность. Вывести нас. Ты очень хорошо старался, выводил меня на украинских националистов. С украинцами там сводил меня. Сделал очень много для Украины. Потому что это у тебя с ними там не срослось. И теперь вы с ними переругались. Но если ты приложишь половину усилий, то, что ты предлагал меня, когда коммуницировал меня с украинцами, то я думаю, на израильскую площадку мы выйдем. Ну, у вас тоже там вата имеется, кстати говоря. Мне бы еще разобраться в этом израильском политикуме тоже. Потому что, ну, окажемся мы в какой-нибудь каше. Я это тоже очень не хотел бы. Так. Мне расскажут, что дезертир лицемер хочет создать исламскую республику, чтобы спасти от смертной казни. Да я не знаю, если честно, Самур, там, чего он там хочет. Он хочет то, что Россия ему говорит, то вот он делает. Я так это вижу. Я сам, наверное, 3 месяца лайки ставил, комментарии у Курочкина, как раз когда они очень сильно начали проталкивать артиста. Один комментарий против, и все стало ясно. Русские методы с ботами. Да, совершенно верно, Дариус. Абсолютно. Странно, что люди не первый день в политике заигрывают с актерами театра, который уже почти сгорел. Сгорел, да, быстрее бы дел. Бег ночью. Ассалам алейкум. От лица подразделения имени Хамзата Гилаева Борз. Ичкерия будет свободной. 6 сентября 96 оказался с Днем независимости. Ночь Ичкерии. Инша Аллах. Бег 91. 91. Машвовой ва алейкум ассалам. Вот вам подразделение, чеченское подразделение Хамзата Гилаева Борз, воюющее в Украине, поздравляет всех наших сограждан с Днем независимости. Баркалом, бег ночью, баркал. Да, Джим Доуца дичхена, хоч о дагуица, дец, хоч о дирзага, ну минимум ММА лечшари руконо. О дагуица. Атавиз, мегадец, вайши правозащитник, ну, питер, и вайшни, за проблем, да, вайш правозащитник вайцарим, вайшни, полный вперед, дагуица лер. Ну так, что-то у нас. Сейчас давайте я еще раз попробую. Может, я ответил, посмотрю-ка я. Угу. Ага, значит, другой пришел. Сейчас, друзья, я тут все пока с вами тут заговорился. Заговорился, да. Сейчас, друзья.
мы подключимся к онлайн-конференции, посвященной 6 сентября 1991 года. Так, это тоже пишет недопустимы. Какой-то. Что бордел, может я там что-то неправильно сделал. Сейчас, друзья, одну минутку. Недопустимый идентификатор конференции. Не получается. Не получается у меня войти. Не получается. Нет. Ну, какая-то проблема у них там на связи. Сейчас я еще раз посмотрю, есть ли они в эфире или нет. Нет, их в эфире тоже не видно. Нету, да. Нет. И нет. И где у нас еще? Президиум. 3 месяца. Нет. Они еще не в эфире, получается. Так, ДРС вырвал, но у тебя много слушателей из Украины, пусть они обратят внимание, что и почему Украине приглашает Закаева, их цели спасают ФРФ и систему, это самое главное для ФРФ. Да, еще Асан, как ты думаешь, почему Табах ни разу не встретился и не общается с Закаевым? Потому что Табах мужчина, да он, который не симулятор, настоящий Табах. Вот почему, я думаю. И это, кстати говоря, очень хороший симптом. И это греет мою душу. А так, я абсолютно с тобой согласен, но я обращался. Украинцы, знаешь, в последнее время украинцы очень пассивные в этом плане. Они думают, что вот все за них должны говорить, а они ни за кого слова не должны сказать. Он файтер Израиля даже обидели. Хотя этот человек, вот я свидетель, как он топил за Украину, и взять ему там, ну там на Израиль что-то сказали, он, конечно, не стерпел это там, с Израилем там какие-то были разборки. Там, Израиль что-то не дает, там еще не дает. Израиль самому постоянно нужна помощь. Он там требует. Или можно подумать, все эти годы, когда Израиль воевал, Украина помогала. Поэтому такие вещи, они задевают людей. И украинцы должны себя ставить на место израильтян, чеченцев, там, других, третьих.
перед тем, как что-то сказать. Например, на Басаева там был у нас тот случай, сказали террорист. Я обращаюсь, я говорю, ребята, почему вы его террористом называете? Он диверсант, он там сражался против России. И мне рассказывают, ну он это сделал, то сделал. Я говорю, а кто тогда Буданов ваш? Буданов. Кто он получается тогда? Тоже сам непосредственно принимает участие в этих диверсионных операциях. Принимал, по крайней мере, раньше. На территории России проводят разные операции, которые можно тоже как-то нехорошим словом обозвать. Не, а что ты сравниваешь Басаева с Будановым? Конечно же, он был прав, не нужно сравнивать. Буданову еще расти и расти до Шамиля Басаева. Но при всем при этом их Буданову ничего сказать нельзя, а на нашего Басаева можно и террорист говорить, и все что угодно говорить. Причем 20 лет и говорили, и все это делалось. Вот такие вот странные вещи получаются. Поэтому я обращаюсь к украинцам. Призываю украинцев. Дорогие мои друзья, я вижу, вы поддерживаете меня, благодарите меня. Вот Любомира меня, Амзат, Машова, всех приветствую. Литва, Киртука, всех я вас приветствую, дорогие. И нужно ваше участие, ваше внимание, украинцы. Вы должны обратить внимание на то, что у вас, например, свободно разгуливают вот эти закаевщина разная. Я знаю, что есть люди, нас поддерживают, я все это знаю, я не имею в виду и благодарен, искренне благодарен. Я с первых дней, когда некоторые украинцы еще были за Россию, с первых дней был за Украину. Я бросил свою работу, прежнюю жизнь, наверное, у меня ее и не было. У меня такое впечатление, что я никогда и не жил той жизнью, потому что я погрузился и 8 лет не вылазю вот из этого всего. Другой жизни уже нет, никаких других уже, ни радости, ни интересов, ни забот. И у меня есть право сказать вам, не то, которое вы мне дали, а который я считаю, что с самого детства, еще в советских времен, борюсь за свои права. За права своего народа попозже, но за свои права всегда отстаивал. У меня есть право вам сказать. Ну, вы что-то можете сделать, предпринять. Почему не выйти и сказать, пошел вон, собирай все манатки и убирайся. Ты нам не интересен. Ты представляешь угрозу. Он вам представляет угрозу. Вот я вам это говорю, и никакой реакции не бывает. Вот говорил, писал. Да нет, там все нормально. Ненормально. 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 Мы не простой народ, мы постгеноцидный народ. У нас есть право требовать, от этого мира требовать. Хватит потакать КГБшникам за счет нас. Хотите, чтобы мы стали вашими союзниками? Хотите, чтобы можно было возложить? Вон, почитайте Аят Эдигов, то, что сегодня написал. Словом и делом наша власть предлагает вас, Украину, поддерживать. Словом и делом, всячески. И мы стали бы это делать. И я призывал бы, и я сам бы сидел бы там сейчас в окопе где-то. Но не было такого. Не увидел я вот за эти 1,5 года, за эти 8 лет. Хотя вы тоже многого не знали. Но сейчас-то мы есть, мы вам рассказываем, объясняем, тычем. В Украине есть много наших людей. Почему их не приглашают журналисты высказываться и сказать правду? Эд, да, я понимаю, к чему ты это говоришь, почему ты это говоришь. Да, я полностью с тобой согласен. Да, конечно же. Там работает агентура российская. Вот в этом все дело. Вот и больше ничего. Российская агентура.
И все. Российские консервы. Сичу аса-юй-юй. Это может быть, знаешь, с чем связано? Нестабильные. Сейчас может наладиться война. Машуойло. Так. Ноху алейкум ассалам. Я вас всех сердечно приветствую, друзья. Aber es aslan jim körten dikwaatser Adam halmachita. Aber es aslan jim körten dikwaatser Adam halmachitla. As bayar Adam jimwatja. As bayar Adam körten dikwaats. Дикая аудиция. Салам алейкум всем. Кстати, а чеченцы сами азиаты или европейцы? Что думаете на этот счет, Аслан? Валейкум ассалам, Николас. Ну, это, конечно же, такой, мне кажется, шуточный вопрос, да, потому что мы на Кавказе живем, как ты знаешь, а Кавказ считается родиной европейцев. Наверное, да, ты, наверное, слышал в Америке, когда в розыск подают кавказиан, кавказский мужчина внешности. Они ищут. Это как европейцы они ищут. Во всем мире называется не европейская раса, европеоидная раса, а кавказоидная, кавказская раса называется. Поэтому ничего плохого в азиатстве не вижу, в азиатской расе, и в этом быть не может. Это всего лишь место твоего, ген твоего происхождения. Мы европейцы, конечно же. И географически, само собой, мы Европа. И самая высокая гора наша в Европе на Кавказе находится. Эльбрус называется. И мы, кавказская раса, являемся европеоидами. Это не значит ни хорошо, ни плохо, это факт. И все. Ничего в этом нет, ни особенного, ни не особенного. Добрый вечер, Нино. Амаджоба Геннатваля. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Миллиардер. Ты снова вернулся. Ник не сменил еще. Так. Ассаламу алейкум салам. Кавказцы. Так. Ладно, что-то там не получается. Может там запись будет, вот записи уже посмотрим. Вот именно, в Украине есть очень много агентов фашистской Российской Федерации. И пока в Украине не пройдут реформы и законодательно не введут полиграф, агенты будут работать, хотя сподвижники есть, сподвижки есть, но медленно. Да, мула это, да, мула. Русские деньги работают в Украине, говорит Марат. Пойман СБУшник, которого курировали из ФСБ, а тот в свою очередь ставил на ключевые должности СБУ по областям тех, кто верой и правдой служили ФСБ ФРФ. Так, ах, Цабо Аслан.
Асбо, Жим Силуар, Жим Сирам, второе. Кем является Закаевский трибун и Иван Гириханов Турлов ООН? Чары, я не буду голословным. Давайте я вам сейчас покажу, кто такой. Просто в Википедию зайдем и узнаем, кто такой. Иван Гириханов. А то мне человек там позвонил, говорит, почему ты там говоришь, ты уверен, что Иван Гириханов работает там, в арбитражном суде города Москвы? Вы знали об этом? Не знали. Так, давайте я вам покажу. Это человек, которому Ахмед Закаев передал какие-то документы, там он с ними коммуницировал, там общался и так далее. Ну да ладно, давайте, чтобы сейчас не быть голословным, покажу. Вот, смотрите. Гириханов Ихван Баудинович, 54-го года рождения, Караганда, Карагандинская область, Казахская ССР, политический государственный деятель и так далее, и так далее. Партии КПСС составлял и так далее. Давайте, это все вы можете спокойно найти в интернете. Просто посмотрим благотворительная, общественная, полезная деятельность. В 2001 году на предложение Кадырова о принятии участия в формировании структурах республики предложил и согласился быть генеральным представителем Чеченской республики в странах Европы и Америки с полномочиями привлечения инвестиций и гуманитарной помощи через частные доверительные фонды и специализированные организации ООН. Я еще раз напоминаю, речь идет об Ихване Гириханове. Под руководством Ихвана Гириханова с привлечением экспертов ООН была разработана международная инвестиционная программа по восстановлению экологии и социальной сферы Чеченской Республики Северного Кавказа, который был внесен в реестр ООН в 2008 году как социально значимый проект. После вступления в должность главы Республики Кадырова данный проект не имел места применения, практически зарезервирован, хотя были неоднократно попытки донести актуальность данного проекта до главы республики. Даже публичное обращение через СМИ представителя президента РФ Южного федерального округа не возымело реальных действий. Ну, короче, ничего не было сделано. Результата не было. В 2009-2011 году Ихван Гириханов, будучи федеральным третейским судьей, был приглашен в республику при формировании третейского. Так, одну минутку. Будучи третейским судьей, был приглашен для формирования третейского судопроизводства и был первым председателем третейского суда Чеченской Республики, как самостоятельного юридического лица с государственной регистрацией, беспрецедентного третейского судопроизводства в России, практически создав стройную систему третейского суда по всей республике, что не было принято иными государственными судебными обществом Чеченской Республики из-за конкурентоспособности данного судопроизводства. Суд завершил свою работу в 2011 году путем его официальной ликвидации. То есть опять пшик. Выполнял обязанности вице-президента Индустриально-финансового союза по реализации президентских программ России с 2002 по 2009 год. С 2012 года постоянный представитель от Международной организации экономического развития Европы, межправительственной организации при ООН. Ихван Гириханов является членом Торгово-промышленной палаты Королевской академии при ООН с 2014 года. В настоящее время совмещает общественную работу, это то, что он, видимо, с Закаевым общается, с обязанностями первого заместителя председателя Международного арбитражного суда города Москвы.
Государственный советник юстиции первого класса, звания и награды. Академик Международной академии проблем сохранения жизни и Народной академии Чеченской Республики. Тоже ничего об этом я никогда не слышал, я думаю, вы тоже. В 2010 году вошел в список 1000 лучших специалистов, юристов Российской Федерации. Федеральный третейский суд, ученые записки, информационно-аналитический бюллетень, дайджест и так далее. Есть дети, внуки и так далее. Это чтобы вы понимали, кто такой Ихван Гериханов. Более того, Ихван Гериханов еще является графом Турловым, русским графом Турловым. Он награжден вот этими большими важными дворянскими титулами, которые ему присудили русские. Да. Вот и все. Я надеюсь, я ответил исчерпывающе на твой вопрос. Я несколько раз писал украинским блогерам в прямом эфире, когда там были заки, что он агент и тому подобное. Ни разу не зачитали в чате, тоже молчат. Да, к сожалению, да. Шамиль Халиуллин в чате молчат. А это ключевой и в чате молчат. А это ключевой фактор. Да, когда молчат другие, это понятно. Но когда простые люди молчат, вот тогда ты думаешь, а что за отношение такое? Ну что это такое? Вот я вот с этой спилки блогеров состою, там почетный участник. И без права голоса, ничего, я просто так присутствую. И когда я начал говорить какие-то вещи, я был поражен просто реакцией. Ну просто чисто русская реакция. Я не хочу назвать по-другому ее, чтобы сейчас не оскорбить. Потому что мы разобрались этот вопрос, там извинились передо мной, все, Шамиль Басаев не террорист, этот вопрос закрылся. Но сама реакция, первая реакция на то, что я говорю, она была просто потрясающая. Просто удивительная была. И эти люди, с которыми я тут... Не хочу просто всех деталей раскрывать, да, но я могу сказать, что когда кто-то был пророссийским, я давно не был пророссийским. С 91 года я не был пророссийским, или даже 94 года. Так. И вот они молчат, странно, конечно. Если зачитают это в чате, у них контент сломается. Да, Асан, что ты скажешь по летчику, который полетел на Ми-8? Лично я ему не верю. Думаю, своих сообщников, двух членов экипажа, хладнокровно убил, чтобы они не рассказали про него правду. Эд, я думаю, то, что убить мог, вообще не сомневаюсь. Это вообще за милую душу, как говорится. То, что... Ну, я не знаю, убивал он или... Ну, вот я вот эти моменты, не поверишь, не смотрел. Сам призывал летчиков, помнишь эту тему? Призывал летчиков, давайте, сдавайтесь, переходите. Перешли, а я даже вот этот вопрос не изучил как следует. По поводу вот этого летчика, вертолетчика. Убил, да, он своих двоих этих напарников? Ну, 500 тысяч ему сейчас полагается. Ну, тот же трюк может быть, да, интересный. 500 тысяч сейчас возьмут. Ну, типа, вот видите, мы работаем, там, отчитаться перед Западом, там, 3-10, потом 500 тысяч поделят пополам, там, еще что-нибудь. Ну, ладно, сейчас я уже, конечно, в конспирологию ухожу, но это вообще, конечно, тут уже столько всего произошло, что интересно, да. Так, ничего не могу сказать поэтому пока я наблюдаю, почитаю еще про него. Валейксалам аят, машой. У нас другая красота, Кавказ сыграл роль. Добрый вам итак, у нас другая красота, Кавказ сыграл роль. Что значит роль Нино? Скажи, пожалуйста. Как мне нравится имя Нино, вы даже не представляете, как оно мне нравится. Так, контекст это бабло, так что русские деньги не так важны, а важны деньги как таковые, за которые все продают.
Так, прямые поступления с ФРФ русских денег. Він не убивал, вони сказали с пиво. Что с пиво, Любомира, скажите, пожалуйста, не поняла. Сказали с пиво. Він не вбивал, он не убивал, вони сказали с пиво вон. Пожалуйста, объясните мне, дайте мне, заинтриговали вы меня этой ситуацией. Я не знал, что вот это произошло, что там двоих его напарников убили. Так, дикусу аят дал Бухаста. Талан как раз адвокат из переписки Широмощему. Паспорт, семейный альбом его цього, один мелега мира, цусивик, да мяйтересцен, сюрчден. О, баркал бог шварс, он посмотрим, где он. Укрдолчух, теряем дутига. Я лично не слышал, что он убил кого-либо. Я чувствовал, что он лукает и что-то скрывает, говорит Буря. Интересно, да. Спасибо. Пожалуйста, Нино, я сказал правду, как обычно, впрочем. Так, у нас не получилось, короче, подключиться никак, да? Сейчас, может... Вы говорили что-то Кавказ и Азия, а я не успел о чем. О чем. Ясно. Ну там про расы там. Азиаты мы, европейцы мы. Вы не убивал, они сказали сопротивляться. Их застрелили наша разведка. Ах, интересно. А разведка это в СБУ его брала или же ГУР его брал? Вы вот это можете мне сообщить? Я сейчас займусь этим вопросом. После стрима, конечно же. Ясно, Нино, ясно. Он принимал участие в Мариуполе, он перевозил ракеты и военно. На войне даже повар виноват. Да, он понял, что война проиграна. Просто меркантильный интерес доллара. Сейчас пытается быть героем. Ну, героем нет. Если у него берут интервью, я думаю, просто он себе отрезал все пути спрятаться там и так далее. Его, я думаю, будут искать, потому что чтобы другим неповадно было. Ой, как орет-то. Как орет-то. Муса. Алло. Ва алейкум ассалам. Угу. Муса, бех мобила. Состримился в прямой эфире, а все. معه سوستريم هوي مثلا غلوين ديريز اي خوش ما داترسون واشا سمع ما تزغر
Deres amaçlı, deres olmasa da sidor. Ha? Welch boya? Welch yani da tu voljom. Ne gördü? Давай. Так, diyorum. Пойдемте дальше, да. Так, мы уже почти 2 часа в эфире, и почему-то у нас не получается, да, войти. Так, окей, понял, Любомира. Да явно что-то скрывает, даже не открывает воевать за Украину. Лично не верю его словам, он может точно так же вернуться в Рашу. Ну, да, вертолет за 500 тысяч, который стоит там, наверное, за миллион, да. Я думаю, его за такой бизнес по голове не погладят. И еще ликвидированы 2 его напарника. Поэтому вернуться, я думаю, там уже не варіант, да. Ця операція дуже довго готувалась. Спочатку вивезли його з цими, аж потім він здався. Ему выплатили 500 тысяч долларов. Отлично. Надо было мне в свое время идти на летчики. Да. Сейчас бы сел бы на вертолет, прилетел бы в Украину и стал бы, короче, миллионером. Я бы 2 вертолета на прицепе 2 взял бы с собой, чтобы. Вітаю, братья, сёст, Днем Незалежной Республики Ичкерия. Спасибо большое, Призрак. Дуже дякую. Хотя я всех призываю делать так же, как он. Прилетайте самолетами, да и не только. Танки, да и просто давайте жизнь дороже, чем forever. Сохранить себя и чью-то жизнь. Совершенно верно, Эд. Полностью я поддерживаю. Призываю всех россиян, русских россиян, кто сейчас оказывается на танке, на БТРе, просто можете там командира с собой там в багажник закинуть его, перетащить на ту сторону. Можете сами уйти. Спасите свои жизни, сохраните свои жизни. Дивлю вас підвала, бо ви в бік Дніпра летят ракеты. Держитесь, держитесь, Любомира. Слава Украине, держитесь. Так, да. Так. Так, друзья, я тогда, наверное, закончу на этом стрим. Может быть, смогу связаться с Аядом, если у нас сегодня будет все-таки, состоится все-таки как ее, конференция онлайн. Я снова выйду тогда на связь. Хорошо? До этого уже почти 2 часа в эфире. Мне уже много звонков поступает. А работать надо. Хотя я прошу звонить до 18:00 только в рабочие дни, в рабочее время. Но по-разному бывает. Поэтому давайте я на этом закончу. Оксан, ты абсолютно прав в своем высказывании. Так и надо продолжать. Все будет хорошо. Спасибо за поддержку. Всего самого хорошего, друзья. Адикюэль Маш Оль. Давайте на этом закончу. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Друзья, всего самого хорошего. Держитесь. Все будет отлично. Да, Мула. Масана Голь Хамзат. Да, Си Дуэльшу. Да, Алш Дуэльшу.